Борис Кадзуев и Аза Халухаева. Дух Ильяй Масливовича, мы же передрался, мы же моном основном передрал, лица вашака, хамни, я хамиз, ты хамиз, молкаджи самое главное. Сардей нана и ваша данс власти таруна ничи. Сдерги веди дизер, сардас нана торша дидер домот стахам, шештат ица касиз, на хуйня ложкин цеюш. وسنة تيبل شنا شان عوض شان مسنينا حشتو شان تمرتو هذا ويدوك ليس نيتاد صافي أرجعون تصان دايا ديتي لا سيدو شو واخد ديش خدو جدعم توك عام نخمش لا ناس в Москве перешпики Хамечхана. Очень активный замсек. Я что могу Лизбор замсек. هيتر سكينا حاجة أمة تشكي قناة بطلع نبض. يا نيسان. كان خيول شان شوش خيول شان هذا مريض شوز حدوه وغناه وبار وشنا شخ فيه وصل دشان. Я могу там бегать, хамдат, что я кира, что нас больше нахо так качает, сам качает тоже, мол наш тоже. Что делаешь будешь, еще волчан дизель молодый тиги, да, ладно, но это что кегна флер, это сам для самого сам вот сухой Пешнаха, пример есть, там Цавуйок, Бахбольк, Знаха, Душамбы, Знаха, Наха, Лерич, но Дикам Лес, Смаркута, Дикам Даховый. Депутаты Народного собрания Республики Ингушетия. С весны текущего года ситуация в нашей республике остается довольно напряженной в связи с продолжающимся удерживанием под стражей активистов и общественников, участвовавших наравне с тысячами других жителей Ингушетии в протестной акции против закулисного подписания главами Чечни и Ингушетии соглашения об административной границе. Конечно же, надо признать, что оба руководителя были не одиноки в принятии этого решения, вызвавшего в регионе беспрецедентный резонанс, из-за которого фактически был отправлен в досрочную отставку пересидевший всех своих предшественников Евкуров. Конечно же, и у него в окружении находились ловкие чиновники, которые своими рукоплесканиями создавали в представлении вчерашнего парашютиста иллюзию его собственной значимости. Но, на наш взгляд, самым актуальным на сегодняшний день является вопрос правовой объективности по отношению к арестованным по политическим мотивам активистов, среди которых двое пожилых людей и одна девушка. Совершенно очевидно, что следствие в данном случае зашло в тупик. Еще ранним утром 27 марта стало понятно, что экс-глава, пытавшийся удержаться в кресле руководителя, включил весь силовой ресурс для провоцирования людей на неправомерные действия. Однако народный протест, отказавшись от активной фазы лобового противостояния, настроился на форму ведения переговоров по сложившимся вопросам. К тому же все задержанные по данному делу прекрасно отдают себе отчет о происходящем вокруг ингушского болотного дела. И никто из них не ропщет на судьбу, чем существенно и осложняет задачу тем, кто настойчиво продолжает обвинять их в действиях, предусмотренных в статье 318 УК РФ. Как бы ни сложились обстоятельства, все эти люди, уже сегодня ставшие символом народной борьбы за правое дело, рано или поздно выйдут на свободу. И грош цена их сегодняшним обвинителям, если они наперед не подумают, как удержать ситуацию с общественным ликованием под контролем, когда узники совести начнут покидать стены тюрем в Нальчике, Владикавказе, Пятигорске или где-нибудь еще.
Перспектива развития событий по такому сценарию в непредсказуемом русле уже сегодня беспокоит нас, представителей сотни фамилий и тейпов Ингушетии. Общественность настойчиво продолжает взывать региональной власти к разуму во избежание обострения обстановки во всей республике. Совет тейпов заявляет о своей готовности содействовать любым стараниям руководства республики и депутатов парламента в деле налаживания конструктивного диалога власти и общества. Уверены, что сообща мы сможем привести в соответствие все, что за последние годы заметно выбилось из такого понятия, как должностной регламент или общественный уклад. Только общими усилиями во имя торжества закона и справедливости мы сможем вернуть нашей малой родине былую славу богатого в экономическом и духовно-нравственном понимании региона. Это обращение к депутатам, чтобы они имели возможность обратиться к главе, к органам, что вот что запроси общественный совет тейпов Республики Ингушетия, что хая запроси на депутаты, чтобы они тоже могли подсоединиться, что общественность требует, чтобы эти вопросы занимались руководством нашей республики. Сона лично бахет.